Итак, друзья, а теперь, дорогие гости, знакомлю с нашими участниками нашего хакатона. Здесь находятся представители регионов Российской Федерации. Так, представлю, по-моему, 11 регионов. Здесь и Самара, Саратов, Москва, Казань и другие регионы. Здесь мы обсуждаем, то есть распределились на 5 команд, то есть это не по регионам, а так, как душа требует, мы распределились и дали им задание по 5 направлениям. Это первое — поддержка молодых семей. Второе направление — работа с молодыми специалистами, создание кадровых площадок, развитие сельского хозяйства, создание условий для развития талантливой молодежи. И последнее направление — это развитие инфраструктуры для качественной жизни. То есть в течение 15 минут наши дорогие участники, они в открытой форме провели обсуждение. С ними также находятся не просто как бы гости, которые прибыли из других регионов, но и наши представители. Здесь есть и Курултай, есть здесь и газета наша местная, есть наши мультиинструменталисты, музыканты. В общем, вот, пожалуйста, Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек России. Давайте он тоже с нами. Это очень отрадно, когда есть такие авайдар, такие наши соотечественники. Хорошо. Итак, друзья, я предлагаю перейти к уже непосредственному презентации проектов. Я напоминаю, что мы в этом хакатоне обсуждаем 5 направлений. Это поддержка молодых семей, работа с молодыми специалистами и создание кадровых площадок, развитие сельского хозяйства. Далее, создание условий для развития талантливой молодежи. И 5-й пункт у нас — развитие инфраструктуры для качественной жизни. Буквально, наверное, 3-4 минуты каждой группе, да, выделим. И я думаю, давайте вот с вашей площадки начнем. И напомните, вы, по-моему, развитие сельского хозяйства. Все. Под громкие аплодисменты предоставляем слово модератору данной группы. Алия, Мао Югра. У нас тема сельское хозяйство. Мы решили придумать новую программу «Земский предприниматель». Есть уже аналогичная программа с учителем, врачом и полицейским. Что будет входить в данную программу? Это информирование. Информирование такое, то что поедет группа, например, тренеров, бизнес-тренеров, психологов и уже успешных предпринимателей в регионе Башкортостан по всем районам. Это я знаю, что более 50 районов сложно объехать, но можно. Мы в том году предлагали такую программу на Курултае. К сожалению, не прошло, грант не смогли получить. В итоге проедем с информированием, повесим афиши, раздадим листовки, потом будем проводить обучение на самих местах. То есть не так, что с каждого района по одному человеку в Уфу отправляют, и едут обычно одни и те же люди, одни и те же, которые уже много раз были, и никто не думал. Они всю жизнь предприниматели. Надо брать тех людей, которые боятся. И в сельском хозяйстве очень большое количество возможностей, большое количество сфер не задействовано. Есть пример из Челябинской области. Девушка продает мед по всему миру. Буквально 500 рублей баночка, и она подмела деревню. Из 4 домов, там теперь более 25 домов, и большое количество у них агротуризма развито теперь. Предлагаю провести информирование. Следующий этап – это обучение и кураторство. То есть взять шефство действующим предпринимателям Башкортостана над этими начинающими предпринимателями. Да, они пускай будут не молодыми, но показать им то, что предпринимательство это не страшно, то, что это интересно, и можно получить поддержку на разных уровнях. Потому что начинающие предприниматели обычно не знают, какие виды поддержки есть, куда можно обратиться, и где можно научиться, и как вообще, что такое бизнес и с чего его начинать. Также оказать поддержку предпринимателям, желающим переехать из других регионов, из других поселений в дальние отдаленные деревня, из городов, предоставить им, например, те же самые административные пустующие дома, предоставить им землю, предоставить им полуразрушенные фермы, пускай они их восстанавливают, пускай они там открывают свой бизнес. И потом мы хотим в дальнейшем, чтобы данная программа закончилась тем, что данные предприниматели мелкие из разных деревень, поселений и городов объединились и создали совместные агроточки. То есть это будет объединенный, например, магазин, где более 5-10 предпринимателей в одном, например, торговом центре открывают маленькую точку, где будет продаваться мыло ручной работы, чай, мед, молочка, мясо, все что угодно. То есть такой агропром-магазинчик будет. И данный магазин будет им проще продвигать, чем каждому отдельно взятому предпринимателю рекламировать свой товар. А так предприниматели со всей республики объединились, открыли одну точку, продвигают только ее. Но им надо помочь в маркетинге, помочь в менеджерстве, помочь в обучении, в продвижении. То есть предприниматель в основном сложно стартануть.
Но если мы им покажем, что старт очень прост, и покажем им, как делают рекламу, то, что можно вот так, и тем более мы им представим кураторов, которые будут шерсть над ними брать, я думаю, это будет очень легко сделать. Не обязательно им деньгами помогать. Можно даже просто конкурс устроить. Вот я, честно, сама 12 лет предприниматель в Югре. Я просто готова биться за медальку. Вот честно, за медальку. У меня есть дома куча медалей. Я за эти медальки, за эту бумажку благодарственный письмо губернатора Югры бьюсь, хожу. Езжу в другие регионы, но представляю свой регион. Просто знать, что я лучший предприниматель Югры, это уже круто. И при том, что со мной на уровне бьются дядьки по 55 лет. Поэтому за обычное благодарственное письмо предприниматели начнут генерировать идеи и поднимать сельское хозяйство. И это будет очень круто, потому что я сегодня на первой площадке говорила, что готова вернуться в деревню, если мне, например, дадут механизмы вот такие вот действия. Поэтому наша программа вот такая. Так, ну и по вашей линии есть вопрос от соседей ваших, давайте. Здравствуйте, я зовут Ильгиз, ПИКЦ Горсургут, Малого. Говоришь, предприниматели, да? Да, классно то, что кому-то дадут возможность именно обучать. Но как ты думаешь, готовы ли те предприниматели делиться своим опытом, чтобы себе сделать конкурентом? После 10-летнего опыта предпринимательства я стала бизнес-тренером, потому что я хочу, чтобы было подрастающее поколение, которое сменило бы меня. И не обязательно делиться своими, тому, как сделать, например, мед, либо тому, как сделать чай, либо мыло сварить. Я про то, что про механизм развития бизнеса, потому что в любой бизнес войди, они везде эти схемы одинаковые, неважно. Я вот что политикой занимаюсь молодежной, что бизнесом занимаюсь, и как бы национальной политикой занимаюсь. Везде все одинаково. Схемы работы одинаковые, найм персонала одинаковые, умение вести переговоры, держать микрофон, говорить в него, не бояться продавать любому человеку на улице мед, мыло и тапочки. Честное слово, все везде одинаковое. Не важно какой товар, важно какой человек и что он делает при этом. Так, следующее направление, давайте, вам поддержка молодых семей. Правильно? Все, давайте слово вам. Также поприветствуем аплодисментами. Ну, презентацию мы будем проводить втроем. Еще раз представлюсь, меня зовут Ильгиз, ПИКЦ город Сургут, округ Мал. Начнем с того, что долгие годы работаем в Сургуте, мы с движения начали, и в том году я переехал в Сургут, в Башкирию, обратно в Каймас. Я являюсь отцом 3 детей, и, так скажу, молодежные программы, которые сейчас есть, они очень актуальны, и их не нужно закрывать, и новую какую-то открывать тоже, в принципе, не надо. Но есть такая вещь, как это, нужно собрать, их куда-то вести, ждать, и попасть в очередь, но при том у тебя дети, за которыми нужно проследить, но эти моменты как раз таки нужно каждый раз ждать. Из-за чего, в принципе, мы хотим так сказать, есть моменты, где можно это простить просто. И девушка сейчас расскажет про это. Итак, здравствуйте, меня зовут Гульнас, я приехала из города Сибай. Мы с моей командой разработали, то есть подумали решение данной проблемы. Все мы знаем о существовании госуслуг, но так как мой человек, то есть, так скажем, мой коллега озвучил данную проблему о том, что срок подачи, рассмотрения документов на самом деле очень долгий. Решение следующее. Создание платформы, это может быть сайт или мобильное приложение, или то или другое, которое поспособствует ускорению подачи, рассмотрения документов. И стоит отметить этот момент, что все существующие платформы, госуслуга, ЖКХ и так далее, вся информация уже существующими платформами будет синхронизироваться с платформой, которую вот мы предложили. Вот. Это есть решение. Следующий вопрос. Вопрос о предложении программы. Я кратко скажу, меня тоже зовут Гульнас, Кагорское отделение Малая Башкир Башкирской области. Я сама лежала в перинатальном центре, я знаю такую проблему, то что и
плачевной ситуации у нас в демографии в стране, делать бесплатный ЭКО бездетным семьям. Вот такое предложение. Спасибо. Далее у нас работа с молодыми специалистами и создание кадровых площадок. Давайте, я прямо вот предвкушаю, сейчас дальше больше будет жарче, да? Давайте, под аплодисменты предоставляем слово вам. Добрый день, дорогие друзья. Естественно, начну с того, что какая ситуация вообще в стране нашей стоит. Как правило, это молодые специалисты встречаются с такой работой, где мало оплачивается, либо вообще никакой. Вот. Поэтому предлагаем сделать так, чтобы каждая работа чтобы она основывалась на творчестве. Творчество не как рассматривать как индивидуальное изюминка или чего-то там такого красивого, а как создание новых духовных и материальных ценностей. Например, аргументирую. Например, приходит идея телефона, да? Здесь телефон. Вот какие, помимо вот этих вот запчастей, надо посмотреть, какой дизайн должен быть. Например, если телефон, например, должен быть громоздким или нет, здесь уже идет работа творческая, дизайнерская. Также механизированная работа тех же инженеров, которые собирают эти телефоны. Также, например, художники. Для художников нужно, например, сделать рамы. Рама должна быть какая? Красиво украшенная, чтобы это привлекало глаза, для того, чтобы это... Также любая продукция творчески выполненная должна идти, например, на распространение площадок. То есть те же картины, что нужно сделать? Выставки, работа для риэлторов, например. Ну, или кто там ищет площадки, чтобы развесить эти картины. Еще в определенном порядке, опять, творческая идея. То есть должно быть творческий взгляд на это. И творчество далее будет рождать проекты, определенные проекты. И эти определенные проекты будут инвестироваться. Следование, будет поддержка со стороны государства. Вот. Дальше творческий подход к работе, она поможет сделать экономику, то есть поднимет экономику. От творчества пойдет производство, далее пойдет распределение, как картины или с тем же телефоном. То есть придумали, его запатентовали и пошли, отправили на производство, на распределение в торговые точки. То есть торговые центры, там, ритейлы, салоны связи и все остальное. Далее идет обмен, а потом мы уже потребляем. Вот. И также творчество рождает вопрос ресурсов и оборудования. То есть оборудование создавать как нужно, чтобы было удобно специалистам, удобно было для людей для использования. То есть это все будет рождать от творчества, от идей. Вот. Далее в перспективе хотелось бы, также есть другая актуальная проблема, студенты. Я сама сталкиваюсь с данной проблемой, конечно. Студенты, которые получили диплом. То есть они уже вышли, они уже специалисты, они идут куда? На работу, на которую бы хотели пойти, на работу своей мечты. Работу своей мечты, приходишь на собеседование и говорят, у вас нет опыта, наберитесь его и приходите к нам снова, мы рассмотрим вашу кандидатуру. А где этого опыта набраться? Они идут куда? Свободная касса. Вот. И хотелось бы в перспективе создать такой проект, где бы какая-то компания или компания студента, который бы хотел работать в определенной вот этой работе, на кого он отучился, чтобы хотя бы одного-двух людей, студентов, которые только что вышли и пошли в какую-то компанию, как, например, стажеры, не знаю, еще какие-то программы создать для того, чтобы они смогли в перспективе в эту же компанию трудоустроиться. И тогда у нас будет решиться главная проблема безработицы студентов и свободных кассов, чтобы диплом оправдался. Вот, спасибо за внимание. Есть вопросы, предложения? Вопрос? Дополнение, пожалуйста. Ирина Сухарева. Всем привет. Хотелось по поводу последнего тезиса сказать, что я возглавляю студенческие отряды Республики Башкортостан вот уже 5 лет. Мы возродили движение. И все те ребята, которые вступают в студенческие отряды, уже будучи
будучи студентами, получают свой первый трудовой опыт, трудовую книжку, и у нас есть кадровый резерв свой. И когда ребята выпускаются из вуза, ну, у меня на памяти нет тех ребят, у кого есть проблемы с тем, чтобы их не брали на работу, потому что они работодателю уже показывают трудовую книжку, они были студентами, у них есть работа. Поэтому, если что, такая программа, например, есть у нас в студенческих отрядах. Если хотите, можем вместе это транслировать. Далее, смотрите, в продолжении молодежной тематики, создание условий для развития талантливой молодежи, я как бы не по очереди хочу предоставить слово вам, потому что как раз таки вот эти тезисы, я думаю, вы дополните. Пожалуйста. Да, спасибо. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие делегаты. Меня зовут Салим, я представляю делегацию Санкт-Петербурга, и мы с нашей командой, рассмотрев пути развития талантливой молодежи в Республике Башкортостан, обнаружили несколько проблем. Допустим, одна из них это, ну так скажем, если сказать просто, это нехватка условий для их развития. Если начать с детского сада, допустим, нужно внести какие-то дополнительные мероприятия, дополнительные, так скажем, методики для их развития, для их создания прежде всего. Если двигаться дальше, то в школах нужно создавать какие-то кружки, создать условия. Если двигаться дальше вверх, то есть университет, допустим, одна из самых проблем Башкортостана, о которой сказали здесь, это утечка мозгов. Ну, допустим, даже вот взять мой пример. Я учусь в горном университете. Почему я уехал? Я поступил в УГНТУ, но при этом поступил и в горный. У меня стоял вопрос, куда же все-таки подать основные документы оригинальные. Я подал их в Питер только потому, что там больше престиж, больше приоритет. Хотя уровень образования в УГНТУ, он по нефтегазовому промыслу, он выше. Также Исмаил Тасимов, конечно же, вы что? На каждом углу там говорю, это основал Башкир, вы знаете, если что. Итак, следующая проблема – это нет грантовых операторов физическим лицам в Республике Башкортостан. Допустим, есть такой замечательный проект, как Таврида. Люди едут, показывают себя, и этим могут заработать деньги, развивать свой талант. К сожалению, в Башкирии нету крупных таких мероприятий, которые бы, знаете, показали республике, что у них есть достойные сыны, достойные люди, и у них нет просто дополнительной мотивации для этого. Также необходимо, знаете, так сказать, урегулировать все мероприятия в одном приложении. Это можно создать как проект. Допустим, это будет приложение онлайн-календаря. Каждая организация, каждый, кто занимается творческими делами, там, творческой молодежью, он вносит эти мероприятия в это приложение, и люди уже, посмотрев, о, вот здесь приложение, я вот хорошо пою, я хочу пойти и выступить, подает заявку, там, снимает себя на видео, и модератор уже онлайн, не надо куда-то ездить далеко, просто онлайн, там, ну, скажут, вот, ты прошел, пройдут отбор, и уже пойдут, так скажем, на гала-концерт. Ну, если коротко говорить, то да. Спасибо. Итак, друзья, у нас еще осталось одно направление, это развитие инфраструктуры для качественной жизни. И предоставляем вам слово. Давайте, это завершающая наша платформа. И потом уже заключительные слова. Пожалуйста. В общем, мы не будем долго тянуть. Мы решили с командой обозначить самые основные цели, которые могут повлиять на инфраструктуру в целом. Первый – это, конечно, дороги. Это вена нашего организма, а функцию не стоит объяснять. Второе – это экологическая чистая среда, в которой включает в себя и очистительные системы, вообще в домах многоквартирных и так далее. Здесь я также хотел отметить, чтобы создать среду, где можно перерабатывать мусор. Или создать, это больше по вашей части, законопроект, который обязует каждого предпринимателя, компанию изготовлять продукцию, которая идет либо на переработку вторсырья, либо которая полностью разлагается. Это, конечно, мы понимаем, что это деньги, это либо инвестиции от стороны государства, предпринимательных компаний, но суть вот такая. Либо полное разложение упаковки, либо чтобы нашло на вторсырье. Сейчас большинство упаковок, они такие, их не перерабатывают, их выкидывают. Вот. Потом хотел отметить,
ЖКХ. Это уличное освещение, неперебойное электроснабжение, обеспечение газоснабжением и так далее, и ЖКХ услуги. Итак, друзья, обсуждение у нас закончено. Я также хочу предоставить микрофон Ренату Рамазанову. Это лидер группы, солист группы Аргамак. Давайте поприветствуем, как Ренат своим трудом, своим примером всегда готов выйти в люди и сказать мотивирующие слова. Он всегда наш лидер, так скажем, среди молодежи башкирского народа. Ренат Рахимик Хуйфинга. Афарин, мен әлі тыңлап отырамын да мұнда бітәк аңлайым. Бек матур пікірлер болды. Мына мен өзімді әйтіп сөйтіп проекттар улап, ядып, дегенде барып, онда барып, дегенде жайлап көрсетіп. Мына осында бір ағай отырды, Рүстем Макс разведка. Бек матур пікір айтты. Информация. Бүгін информация болады. Мына егет Арытау. Мына информация қожаты бүгін ол бүті дүнияға қожа деп етірге болады. Кім дөрес осы информация менен қоллана біле, шоның қолында бітір. Шоның үшін ол бек дөрес ошо юнәлеште күтәреп һәм безгә бөтәбезгә ошо информацион бер майдан кирәк. Шунда күп нәмәләр бар. Исенлап та менә мин әле яңгырак кына ошо йыйынды оештырыр алдыннан Руслан Тагирович безнең яшьләр министрлыгының министры оештырды Zoom конференция. Ул бик асык һәм дә бөтә булган ошо диалог кылган нәмәләргә әзер. Мин генә отырмай, мин беләм, мин нормаль километр шойды, мына үзләре белә, уйлай, ана шулай мәсәлә. Булайда яшьләр нисек уйлайдылар? Кайнайда үзегез катнаштыгыз. Үзегез оештырганда нисек дөрес итеп эшләргә безгә юнәлеш бирегез, аңлатыгыз. Һәм монда әле утырайны бер егетләр, Роберт утырайны, менә тоже катнаштылар. Илдар белән әгәр киңә булады. Булдыр агасын уже үзүсел булай, Уфа форум үткәрделәр. Шулай яшьләр йыелыштылар да, үзләре үткәрделәр бу форум. Менә ошол һәм форумда улар бик кирәкле. Ошонда теге нетворкинг дип әйтәбез. Бер-беребез белән төрле мөмкинчелекләр, мәсьәләләр белән бүлешеп, моны хәл итү юлын табырга бик уңайлы майдан сак. Һәм кемдә Таврида турында һөйләгән Biz Allah'a şükür şu Tavridaga былтыр барып 4 проект язып, һәр бире 1 миллионда. Алардан комиссия килдерә, егетләр, безнең проектлар шу кадәр матур ди. Аңлагыз, менә безнең майдансык ул музыка. Монда кино, танцы, музыка, фәлән нәмә төрле бүлек нәмә кәвитә. Общий фонд 2 миллионны музыкага бөтен Россиягә 12 миллион бирелгән. Әнте аңлагыз, без 12 миллионның 4-өн һәргә бирһәк тә, без аңламактар ди. Берәүне генә айлар дизәр. Менә ошо икенче бонусын бирделәр. Без 2 миллионлык 2 грант ендек менә шу Таврида артфонда. Бөтенне әйтәбез, егетләр, кызлар, ядыгыз, айс молодежь регистрация үтәгез, рос молодежь грантларында катнашына иволга була алатмай. Шулай миллионга, миллион ярымга тиклем гранттар алырга була. Региональный нәмәкәй этап монда 500 меңгә тиклем гранттар алырга була. И улар дөнья менә федераль гранттар моны баштан ашу. Кайсы бер егетләр, кызлар цел штаттар тоталар. Ел әйләнәһенә үзләренең штат бар. Улар утыралар ошо төрле грант, кайда 50 мең, кайда 300 мең, кайда 1 миллион, кайда миллион ярым, кайда төрле гранттарда катнашып, хатта штат содержать тирлек уларның мөмкинлекләре бар. Шуга ошо информационный поле дигән нәмә безнең яшьләр сәясәте министрлыгы. Безнең курултай, Аллага шөкер, менә әле курултайда тагыла үзгәрешләр булды бит, алмашынды етәкчелек Эльвира Айткулова, председатель президиума һәм Галимуллаевич Якупов ул председатель курултай. Икеһеле алга караштары бик теге заманса, онан алдыла мен курултайларда булган булды. Онан алдагы етәкчеләрдә лә күреп билеп теге аралашып йөренем битендә. Күп миллионлаган проектлар китердем. Әдәгән иләгән дәрәҗәдә бит менә утырам да, мен ошо елда, ошо вакытта килеп иләгәнем дип. Менә ошо елда, ошо вакытта иләгәнем дип. Асан мәгънәле кайбер сакта биде ишетмәгән. Менә әле ишетә торган вакыт. Менә без әле зур бер проектты ядып,
келдік мына құрылтайға hamda тіл теге башқұрт тілін қамлау бұл ел башқұрт тілі елі ана шул тілді қамлау юнәлішінде гранттар бөлінді. Құрылтайдың грантына мына біздің алашы бухгалтер құрылтайдың бірге яғып ана шул құрылтайдың грантының ісіне біздің үліш беріп кетті. Біз Зайнетдин мына әлі отырды, Милав Шахайбулны бөйісі Алтын Айвалитов, Бишбар Махмуда, Василий Гафаров отырды деген аналдыра. Бүтәвіде еліштік та, ошы құрылтайдың грантының ісіне өзіміздің тәқдимді кереттік. Серия клипов, ошы башқұрт тілін яқлау теге ел айланағына кетті клипті. Ала білді ішіттілер. Ошы проект кіріп кетті әм грант еңді. Қазір ұзақламай біз ошы клиптарды кішіре башлады. Бұл дегенде культура дегенде енді ол ғына түгіл, онда яштар бөлігі бар, яштар советі құрылды. Ол да майдансық, ошы майдансықта бірләшіп, бүті әр бір юнәліш бойынша фекірлеріңізді шында тұтылап, бірге дөйіп отырып, мызғау ойыстырып ішіліп, етекстерге көретіп, диалог алып барға мүмкіншілік бар. Көп нәмә ысынмағаналар бар мына, түрлі программалар бойлап, түрлі приложение falan нәмәләр болса, ойдар да бар. Мына IT технологиялар болса, бигрәк тә матурный ойдар бар. Әмма оны бүгін тұрмышқа ашыру үшін, ошы яшьтәрдің фикере керек, тупланған яшьтәрдің фикере керек. Теге кайбер яшьтәр орман таврында кысқырып кына, мына бит башкорттар дип байрак тотып әйтәләр бит, инде конструктив диалог юк, инде бирдә тәкъдимдәр юк. Тик власть долой. Мен властька каршы икән, значит дөрес булды. Шул гына фикер кертеләр. Ул көчләп кертеләр. Ул яңгылыш юнәлеш. Властька каршы эшләү ул бернидә дә безгә мөмкинлек бирмәй. Властьтың үзендә булырга кирәк. Ана шунда булырлык балалар тәрбияләргә кирәк. Оның өчен үз телебездә һөйләшеп, үз гореф гадәт ма психолог диләр бит. Психолог кирәкмәсә, кайһы вакытта атай-бабайлар ничек безгә тәрбия биргән, шул вакытта кирәкмәсә. Хасан безнең ишан әүлияләребез, сәсәндәребез, мана бу якта мына Шамигул хәлфә ята, мына Сәйд кулавында. Баймакта кайданда Мөҗәвир хәзрәт ята, Габдулла Сәйди ята, Хайбулла Гатаулла ишан ята. Мына янау якта монда мына Татарстан асылында Гали Шөкрө, Гарифулла Киегов, ана шулар безгә биргән тәрбия белән без тәрбияләндек. Үзеңнең нәфсеңдә тыйылгандан тыйылып, тиешлеген үтәп яшәгәндә бернидә психолог кирәкмәсә, чөнки нәтән, эй улым, мана бит Пәйгамбәр Мөхәммәд ошай эшләгән, Коръәндә шулай язылган, атай-бабайлар шулай эшләгән, салават булып эшләгән. Шәһзадә Бабич, Рами Гарипов, ниндәй бөек хүзләр иде. Әсәм теле миңа, сәсән теле ти. Кем ул сәсән? Ул бит зур әүлия кеше. Ишәп сәсәндәрнең хүзеннән сыкмай яшәгән халык. Ошондай оештырылган йыйындарда сәсән хүз тоткан. Ул нәмә әйтә, шуны үтәгән халык. Букыр бисә шикелле артыннан йөргән. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә Кудси хәдистә, мин үземнең әүлиямның барыр күзе ишетер колагы, һөйләр теле булырмын ди. Тотыр кулы, атлар аягы, дуаларын теләктән бул дөньяда ахирәттә дә кабул ителер. Шуның өчен иң беренче Алдар Батыр, Салаватулла булар кем? Булар рухи җитәкчеләр. Рухи кемәлендә халкым, илем, йөрәмдән әсән теле миңа сәсән теле ди. Рами Гариф. Унан башка минең илем юк. Йөрәгемдә халкы булмагандыр. Кеше булырга ла хакы юк. Ошо 4 һөйләм буенча меңәрләгән докторский диссертация язарга була. Психологтар нервны күреп булып старым ки, әгәр дә ошо башкорттан нисек балаларын тәрбияләгән, нисек киләсәгә тәрбияләгән мәңгелек аңына төпсенеп тәрән мәгънәен аңларга тырышабыз. Ана бит Аллаһка шөкер, ана шул гореф гадәткә кайтырга безгә файда насыйп итте. Буны өчен кем кирәк? Остаз кирәк. Кем ул монда мастер шейфу, мастер угвей бит, кунфу панда. Кайда барганда бездә мастер укытучысы, итәкче, мәктәпкә укытучысы бирә, яхшырак кемдә репетитор яллайын. Вайтылтагы правага бергәндә инструктор утыра бит. Остаз кирәк. Гомерем буена ана шул Заки Валиди шуның торганы. Әгәр дә минем гомеремдә ди Зайнулла ишан һәм кешеләр осрамаһа, мин күбәһендә бер ай бай сәүдәгәрнең приказ чыгына булыр идем. Күп минең киңәшләрем бит. Заки Валиди кем? Республика иң беренче Зарифага әйтте. Иң беренче республика. Безнең мисалга карап килеп сыкты адатта күрше Татарстан, Казакстан, Кыргызстан һәм Россия федерация хөкүмәте нигезендә башкорт Заки Валиди. Автономиянең атаһы дигән, автономиянең картатаһы Зайнулла ишан нисек? Чөнки ул әгәр дә ул булмаса, мин булмасын. Бурат менә нисек? Кайда кайттык? Зарифага кайтып китте, сырып китер алдын, балалар кирәк ди, күбрәк кирәк ди.
халықсанлық керек. Мына мен айтамын, Байтарға условия керек, дұрыс. Условиялар бұлдырыр үшін бірге бірдәмләшіп, ана Шамойында, Жукова, Фәләнтігі, Өфіләкім болғаны бар, поселоктар бар. Шындай поселоктар Өзбекстанда біләгім көп ма? Бір 15-20 мыңнан шындай поселок. Ажында біздің ана Шамойында келген бір 90% өдеден башқұрт егдері қыдыры, қап-қара малайдар қыдыры көріп орамда. Әрбірі көштердің есіктері асып, құшыр тегелі. Аллаға шүкір, ана шындай проекттар бұлдырып, дұрыс айтады, условиялар бұлдыры керек, әмме теге сөйтіп, ай мұнда болмай әлі, немеке әлі теге сығып кеткеніңді, ол әлбетті теге оправданы. Мүсінке, мұсын кәрәк бет условия, жоқ екен кешерге. Мұшылық уақытта бұл заманында Салават Юлаев шылайта, әй, условиялар ек бет әлді. Закивалды, әй, жоқ беттер условия. Ошо условиялар удивлен. Шуға оның ең бірінші мына Рамиға Гарифовтың жүрегінде халқы болмаған халқы. Шайзалы алда сәс нұр халқына деген ол нұр. Нұрда бұйдалына егер ол көп нәмә ұшы нұр өсіне кірі. Шуға бұға ең бірінші халық санлық әмді илхүйерлік тұйғыларын оятыр керек. Мен ішләмә әңгім ішлей. Әр кімге керек? Бірі керек түгіл. Башып, мына ойлап қарағанда бірәм гена ашай кешілер ебет халқын деп жүріп бар. Бик керек кені, шуға біз анашыл кешілер болырға дейші. Қайда бебет анашылы мана, әгер да шондай ниет менен ішләнді, енді қалайтыра жолдарын аса. Мына мен хилай башлан, өді біздің арғымақ түркіменің өскен жолының әр көтерілген хайын қайда, әр бір грант енген хайын қайда, несек, нендей орында, нендей дұралар өтілді, нендей саралар өткерді. Мына Нарықтау негізінде орада вақытында 7-20 мың кіші ейіп, 5-6-200 литрлік қағандар азып, халықты ашатып, мотор етіп, шында халықмен бірге мінежет дәр етіп, дұғалар оқып кеттік Саудовская арая конкурсқа. 100 ил қатнашты. 100 ил өліп қарады. Ол онан қайтып әйленуі біздің Турагелді Башқұртстан Республикасының 100 жылдық байрамына. Біз Стамбулға шығастық. Стамбулда келдім, Закивалдының зияратына бардым. Аэропортта пересадка вақытында бір 3-4 сағатты. Әй, Олатай, мұна бет тәдің ішмәкерлігі, біз қайтабыз Башқұртстанның 100 жылдық байрамына тәдішлеген іш. Енді Құдай тәлім, оның оларды құрметтінен Олатайлар, біз барабыз, Сауд Ғарабстанға 100 ел арасында қатнашабыз. Бізге Башқұрттарға енді ұшы құрметтен еңу беріп. Бізге Башқұртстан 100 жылығына еңөселер болып қайтырған асып етіп, амин Аллаға көріп. Нұма әдіп олайым, гран-при олап әйтті. Аяшыл, алқышылар, әкіші юғарыны ғаларына демонстрация дұра келесек? Емғақлап айтамды, мұна ұшы әрбір бүгін айтылған тақдимдер, бек мотор тақдимдер, бір-бірігіз менен танышып, контакттарды алмашып, келеген мұтлақ Құрылтайға, Ғалымгаж Якупов, мотор ихлас кеші, Эльверинатны Шулаев, мотор ихлас кеші, олар тыңлайдар, ишетелер. Онда мен де шunda, бұйтан ешегіттер де шunda, ұлтырып, кәнәш құрып, шулай Руслан Тагиш Яштар Совет министрліға барырға. Онда бұлырға керек, ұшы Яштар Советында тұрырға керек, ана ұшы юнәлішті көтеріп алып, бір целый ойышма болып, фікір алышып, фікір туплап, ұшы проекттарны мотор етіп ядып, ондай түрлі трекердар бар, несік дөріс етіп ядырға, несік оны орны еріне еткіріп ядырға, несік еңін үшін ядырға, ана шуларды біз кәңішіп, бірге, бірден алып барайық ұшы үшті. Рахмет, кебарыңыз. Көрік рахмет. Ринатты сәттар бойна қанылғанда ялқытпай, мұна женің әйткен хүздерің мұғай мотивирующий, тонда болғандар, яна бірді дөректі бір рахмет. Итак, друзья, всем огромное спасибо за участие в данном форуме, в данном обсуждении. Сейчас всех приглашаем к сцене. Давайте веселиться. ЕН «Молодежь Башкортостана 2020» продолжается. Бірден Булаев, Бірга Булаев.